Апошнім часам краіну ахапіла мода на стварэнне партыю. Увогуле, партыйнае будаўніцтва сталася трэндам. Сёння мой госць, адзін з заснавальнікаў партыі «Разам», Максім Багрыцоў. Прывітанне, Максім. Добрый день. У мяне простае першае пытанне, але каб яго задаць, мне трэба што-нешто патлумачыць. Вось я ведаю, што вашу партыю ў першы ж дзень запісалася, ці там падалі заявы 2700 чалавек. Набраць неабходную колькасць са значным превышэннем вам не складае цяжкасцяў. Я ведаю, што у вас вельмі кваліфікаваныя юрысты, то бок з падрыхтоўкай дакументаў, папераў, таксама не будзе ніякіх складанасцяў. Ці будете вы падаваць на рэгістрацыю? Конечно. Добра. І я разумею, што будзе адбывацца, калі вас не зарэгіструюць, і нават магу сабе ўявіць, па якіх прычынах вас не зарэгіструюць. Але пытанне ў мяне першае насамрэч пра тое, а што вы будете рабіць, калі вас зарэгіструюць? Калі пасля 20 год, калі не рэгістравалі ніводнай партыі, раптам партыю «Разам» зарэгістравалі? Во-первых, наверное, дня 2 буду давать всем интервью, потому что все будут спрашивать, каким это образом так произошло. Значит, кто где что продал, кто где что купил и почему так вот происходит. Я вам честно скажу, ваш вопрос немножко уникальный, потому что в основном все-таки люди спрашивают, а как мы будем работать в случае нерегистрации? Это зразумела. И очень многих мы это так само интересует. поговорим. И я, когда на этот вопрос отвечал, я всегда говорю, что смотрите, ребята, если зарегистрируют это, если не зарегистрируют, то этого все как бы сейчас ожидают. Потому что почему-то, при всем, что власти говорят про партийное строительство, про модернизацию политической системы, никто этому не верит. Все считают так, что партию могут зарегистрировать только если есть разрешение в комитете, поддержка со стороны России, что-то там кто-то где-то кому-то продался, иначе регистрации быть не может. И как бы все предполагают заранее, что все, не зарегистрируют. И ваш вопрос немножко, он получается инверсный, да, он наоборот. А что вы будете, если зарегистрируют? Значит, если зарегистрируют, я думаю, что для нас, для всех это будет сигнал, что, может быть, мы все-таки приближаемся ко дну, и вот это усиление репрессий заканчивается, и все-таки начинается какой-то период стабильности, и, может быть, начнется движение обратно вверх. Но давайте мы, знаете что, давайте мы через этот мостик, как в Америке говорят, мы этот мост перейдем, когда мы к нему подойдем. Вот мы подойдем к речке, будет вот этот вот момент, мы подадим документы, и тогда мы посмотрим, что будет происходить. Ведаеце, мне вельмі спадабалася выказванне аднаго псіхолага, здаецца, это быў Эрік Берн. Ён казаў, што лузеры ведаюць, што яны будуць рабіць, калі іх мэта будзе дасягнутая. А пераможцы ведаюць, што яны будуць рабіць, калі яны атрымаюць паразу. І вось, як вы лічыце, рэгістрацыя партыі «Разам» гэта будзе перамога ці параза? Я нават патлумачу трохі. Ведаеце, калі вас зарэгіструюць, то ўсе тыя, хто казаў, што Бабарыка – гэта стаўленнік «Газпраму», Масквы, увогуле такі праект. Праект, не лепшы. І нават вельмі дрэнны праект для Беларусі. Яны будуць мець аргументы на карысць сваёй пазіцыі. І вы згубіце, скажем так, весь нацыянальна арыентаваны электарат. У вас з'явіцца шмат недабражытліўцаў, якія будуць казаць, відавочна, што вы праект. Во-первых, очень хорошая идея, надо подсказать, что нас все-таки надо обязательно зарегистрировать. Но что я бы поправил в вашем вопросе, вот вы используете слова победа, поражение. Все, что мы сейчас обсуждаем, это инструменты. Победа, даже маленькая, это когда из тех 300 с лишним политзаключенных люди начали выходить на свободу. Вот Мария Колесникова на свободе, Виктор Дмитриевич на свободе, а остальные политзаключенные выходят на свободу. Победа – это когда мы с вами не только на программе говорим и думаем, там, что сказать, что не сказать, а у людей есть возможность свободы слова и свободы собраний.
И они могут собираться и могут обсуждать, например, там, в преддверии местных выборов или внутри своего КАТОСа, или еще что-то, не боясь, или профсоюз может организовываться, не боясь, что придет ОМОН и всех заберет. Вот это победа. А создание той или иной структуры, разрешение, неразрешение, как бы это инструмент. Это инструмент продолжения деятельности, и это инструмент продолжения политической борьбы. Ничего другого. Так что Ну, тут я бы слово «победа» в любом случае не сказал. А конспиративные теории, каким образом там появился Виктор Дмитриевич на политической сцене, откуда появляется та или иная партия, мы привыкли к этому, мы все время про это слышим. Были времена, что я говорил ребятам, что я буду просто регулярно стоять с цветами и ждать выхода, потому что каждый день обещали, что вот-вот начнут, значит, Бабарика выпустят, да, и процесс закончится, и все такое. Но пока ничего не произошло. Мы знаем, на самом деле, где правда, мы знаем, за что мы выступаем, мы знаем, на каких ценностях и условиях мы работаем. Так что все всем объясним, бояться нечего. Если зарегистрируют, будет очень хорошо. ну, все ж таки вы ідзеце на рэгістрацыю, я нават баюся задаць пытанне пра канчатковую, уяўленне пра канчатковую перамогу. Бо мне падаецца, што канчатковая перамога это ўсё ж таки руйнаванне рэжыму, змена рэжыму, адхіленне Лукашэнкі ад улады і так далей. Ці можаце вы, вось, ствараючы партыю, агучыць гэтую такую версию перамоги? Да и нет. Потому что, видите, мы когда с вами говорим про конечную победу, у нас начинается риторика, как будто есть какие-то враги, есть свои, есть чужие, есть так, есть эдак. Мне персонально такая риторика не близка. Я считаю, что очень многие люди сегодня, вот если мы возьмем весь белорусский народ, я уверен, что подавляющее большинство готово к переменам. Может быть, они по-разному их представляют, может быть, они по-разному их хотят. Мы берем людей, которые работают в государственных органах. Они 100% хотели бы, чтобы более динамично происходила работа в этих органах, у них была возможность использовать свои знания, а не просто работать по приказу. Если мы берем людей, которые работают в силовых структурах, тоже как бы никто же не хочет быть, как сегодня, по сути, вот на Тутбай, по-моему, была статья, где речь шла о том, что люди чувствуют себя изгоями, и как будто, значит, вот на них не так смотрят, там не таким образом относятся к ним во дворах или к их детям в школах, да. То есть в нормальной стране как должно происходить? В нормальной стране люди, работающие в силовых структурах, они пользуются дополнительным уважением, потому что они служат своей стране, да? Они отдают свое время, свою жизнь тратят на вот какие-то вещи, где они работают для всех. Поэтому я думаю, что к переменам готовы абсолютно все. И речь идет о том, что конечная победа или конечная цель – это то, что у нас есть нормальные демократические институты, у нас есть реальная безопасность, у нас есть равенство закона, и у нас все белорусы внутри страны чувствуют себя в безопасности нормально, чтобы создавать и фокусироваться на созидательной повестке. Просто переключение, как вы это сформулировали, что режим один поменялся на другой, опыт многих стран показывает, что во многих случаях это просто продолжение все еще какой-то боли и проблем. А мы смотрим немножко дальше и немножко больше. Мы хотим, чтобы это была нормальная, процветающая, свободная страна. Вот что мы хотим. Ну, вот это победа. Хто глядзіць далей і болей, это можна ў прыватнай размове высветліць. Але ведаеце, у чым праблема? Вось вы, і мне блізка, дарэчы, гэтая ідэя, да, што мы адзін народ, мы все прагнем так ці інакш пераменаў і так далей. Але праблема, дылема падыходаў, этычных сістэм, ідэалогій, яна заключаецца ў тым, што ёсць гуманісты, лібералы, дэмакраты, якія уяўляюць сабе сумеснае існаванне людзей з рознымі поглядамі і падыходамі. Яны гатовыя да суіснавання, да нават супрацы пры наяўнасці і канкурэнцыі, можа быць, і так далей. Для іх гэта натуральна. І ёсць людзі, якія не могуць уявіць сабе жыццё разам з тымі, хто прытрымоўваецца іншых поглядаў. Вы можаце лічыць, і я таксама, да, што мы змаглі б у дэмакратычных умовах суіснаваць з
тымі, хто сёння на баку рэжыма, хто гвалціць, арыштоўвае, судзіць там і так далей. Бо дэмакратыя нівеліруе гэтыя рэчы. А яны ці уяўляюць сабе яны, што яны змогуць суіснаваць з намі. Яны ж баяцца помсты. Яны думаюць, што калі яны згубяць хоць бы частку ўлады, мы пачнем іх рэзаць, сажаць, таксама гвалціць, як яны гвалцяць. Яны ў гэтым упэўненыя. І таму, ведаеце, суіснаванне ў гэтым, вось пры такіх розных поглядах і падыходах выглядае нереалістычным. Ну вот, Владимир, будем работать, чтобы люди, у которых все еще такое представление о мире, да, понимали, адаптировались. Во-первых, таких людей, кстати, меньшинство. Так же, как и меньшинство людей, которые считают, что вакцина – это плохо. Да. Которые отрицают прививки, отрицают вакцины или еще что-то. То же самое здесь. Ну, конечно, такие люди есть. Значит, надо работать, надо образовывать, надо объяснять, надо рисовать модель будущего и рассказывать им, как это будет. Потому что будет не так, что пришел и сменился один диктатор на другого. Ради этого такое количество людей Виктора Дмитриевича не стали бы поддерживать. Люди выступают за модернизацию системы, чтобы система была такая, что ты не зависишь от прихоти одного человека, а то, что есть реальное, адекватное народовластие. Значит ли это, что это должен быть там полный популизм, где нет возможности у экспертов как бы реально объяснять ту или иную ситуацию, или там какие должны быть компромиссы, или стоимость того или иного шага? Конечно, для экспертов всегда будет место, для людей, которые лучше понимают в устройстве тех или иных государственных структур, тоже будет место. Но в конечном итоге Беларусь опоздала на много лет с введением реального народовластия. А то, что вы говорите про господара, не надо приписывать это белорусскому народу. Это не всему народу, але это уласціва тым, хто з'яўляецца прыхільнікамі сённяшняга гаспадара. Прычым, яны ж гавораць наступнае. Макей, напрыклад, да, кажа, не патрабуйце ад нас адразу пераходу да дэмакратыі. Гэта ж працэс, доўгі працэс. Да? Мы не гатовыя на сённяшні дзень. Я тады пытаюся, прабачце, а вы што рабілі гэтыя 26 гадоў? Вы рыхтавалі? Не. Школа, навучанне, вся адукацыя, да, накіраваная на тое, каб распаўсюджваць вось тую ідэалогію. Да? Вучыць нейкім забабонам там вельмі старым, феадальным, там не ведаю, як гэта называць, фашысцкім там і іншае. Да? За 26 гадоў мы маглі б шмат чаму навучыцца, а гэтага не адбываецца. І вось на сённяшні дзень вы ж таксама падзяляеце гэту думку Макея. Но мы пакуль не гатовыя. Нет, я на самом деле, конечно, не разделяю. Я считаю, что вот в 2020 году белорусское общество показало, что еще как готово. И готово относиться к этому с ответственностью. Что просто потому, что кого-то выбрали большинством голосов, это не значит, что все решения принимаются правильные. Должна оставаться связь. Связь с самыми низовыми структурами, с тем, как твои решения влияют на жизнь человека и на жизнь страны. Понимаете? Это не просто одноразовые выборы, что выбрали другого, и теперь, ты иди за нас все решай. Нет. Правильно построенная система – это когда люди продолжают участвовать и берут в свои руки по максимуму контроль за своей жизнью, за своей судьбой, за тем, что происходит. Вы агитуете, и я так само долучаюсь до этой агитации. Конечно. Так да. Приглашайте сюда вот наших оппонентов, будем разговаривать, будем сразу будем всем и объяснять. Не идут. Добра, на сённяшні дзень пакуль працэс стварэння партыі ідзе паспяхова, і я вам зычу, каб ён паспяхова і скончыўся. І не так уже істотна, што нашы ўяўленні пра канчатковую перамогу не зусім супадаюць. Бо дэмакратыя ўсё ж такі дэмакратыя. І гэта не толькі перамога большасці, а павага і пільнае стаўленне да патрэбаў, інтарэсаў і мэтаў меншасцяў. І спадзяюся, што ўсё ж такі вось гэтае ўяўленне пра Беларусь, дзе могуць суіснаваць самыя розныя падыходы, якой падтрымоўваецца новая партыя разам, яна пераможа ў грамадскай свядомасці. Сёння мой госць
адзін са стваральнікаў партыі разам. Я Владзімир Мацкевіч. Развітваюся з вами. До наступных сустрэчаў.